Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с праздником, Днем Спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда в самых сложных условиях действуйте грамотно, слаженно, не теряя ни минуты. История вашей службы полна примерами героизма и мужества. И не сомневаюсь, что в этот праздничный день вы обязательно их вспомните. Отдадите дань уважения своим легендарным предшественникам, которые не раз с честью выходили из трудных испытаний. И сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства. В этом году вы оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России. В кратчайшие сроки эвакуировали наших граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Как и прежде, проведено множество гуманитарных операций по доставке пострадавшим людям продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости. И не только в нашей стране, но и в других регионах мира. Ведь у человеческого горя нет национальности. Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач. Уважаемые друзья, роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности России и наших граждан год от года растет. И важно сохранять все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время. Еще более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня. Одна из ключевых задач – совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах Федерации. Хочу особо поблагодарить пожарных, спасателей, саперов, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Надо и впредь, без промедления, решать все возникающие там вопросы. Среди приоритетов вашей работы – развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет оснащения МЧС современной техникой и оборудованием, внедрения цифровых технологий. И, конечно, в поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы профилактики, предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасности школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан. Уверен, что вы и впредь будете эффективно выполнять свои задачи, демонстрировать высокий профессионализм, максимальную собранность и самоотдачу. Еще раз поздравляю ветеранов и личный состав МЧС с праздником и, конечно, с приближающимся 2024 годом. Здоровья и новых успехов вам и вашим близким.